Пераезд Мікіты з Менску, адзін з найпрыгажэйшых гарадоў Украіны Львоў, не быў запланаваны. Хлопец меў працу ў IT-сферы і будаваў планы на далейшае жыццё. Але наступила 9 жніўня. Мы находились на избирательном участке, ожидали протокол. Прибежал парень, сказал, что он с соседнего участка. И там на соседнем участке также люди стояли, ожидали итоговых протоколов, но подъехал автозак. Оттуда была брошена граната в людей, людей разогнали. Это то, что он нам сказал. Мы очень сильно удивились. Да, светошумовая граната, как это, что это. Мы даже не представляли себе, как это выглядит, как это происходит. Интернет не работал, но стали доноситься новости с Немиги о том, что там происходит. Доносятся сведения, что кого-то автозак переехал, кому-то разбили голову, что уже вовсю там эти гранаты взрываются. Но мы далеко находились от Стеллы, от Немиги. Изначально не предполагали никуда выходить. У себя на районе увидели тоже локальную акцию и некоторое время находились там. Итог был у этого такой, что приехал ОМОН, используя спецсредства, разогнал. Это лето, август месяц, поделил жизнь на до и после, как бы громко это ни звучало. После выборов, да, 9, 10, 11, конечно, градус накала был критический. Я в стороне оставаться тоже не мог от всей этой истории, выходил на акции. Раздается телефонный звонок, и мне человек на том конце провода говорит, что у меня дома был обыск по статье вот этой вот 293 «Массовые беспорядки». Я удивился, потому что я являюсь фигурантом, да, по такому делу, потому как ничего того, о чем в этой статье говорится, я не совершал. Мікіта пакінуў дом і паехаў да сяброў у Львоў, каб не апынуцца за кратамі. У межах крымінальнай справы яму магло пагражаць да 15 гадоў пазбаўлення волі. Чудес ждать оно не приходится, и тот, кто живет в Беларуси, знает, как у нас работают, да, вот эти вот суды. У нас в Беларуси не нужно особо проявлять инициативу, лезть на баррикады для того, чтобы тебя сделали подозреваемым по особо тяжкой статье. Достаточно высказать как-то свое мнение, свои мысли, свое несогласие, неважно с чем, с насилием, с тем, чтобы были нарушения на выборах, на участках, и ты уже становишься неугодным. Мікіта, які меў добрую працу ў Беларусі, у Львове пакуль яшчэ шукае, куды можа уладкавацца. Первая мысль, которая пришла мне в голову, это то, что наши специалисты, очень многие IT и IT-компании перевозят сотрудников, релоцируются. В частности, например, мои соседи на прошлой работе, программисты, да, компании, член ПВТ, говорили о том, что они собираются релоцироваться. И у меня такая мысль в голову пришла, что если наши ребята переезжают, возможно, можно будет попробовать как-то с кем-то из них поработать. У Львове беларусы, якія тут жывуць, амаль штотыдзень ладзяць акцыі ў падтрымання сваіх землякоў, якія змагаюцца супраць фальсификацияў и гвалту. В Беларуси, направляясь на акцию, участвуя в ней, это какая-то цепь солидарности, может быть, марш, ты себе отдаешь отчет, что тебя могут задержать, что ты в течение следующих суток домой можешь не вернуться. Здесь как бы такой угрозы нет. Все равно по привычке смотришь, кто там едет в бусике. Мікіта спадзяецца, што хутка ў ягоным жыцці ўсё наладзіцца. І неўзабаве галоўная цяпер мара вярнуцца ў Беларусь, ажыццявіцца.